Касталовском районе ускоренными темпами идет строительство. В рамках программы «Нурлы жер» были построены многоквартирные жилые дома. В населенных пунктах интенсивными темпами проводятся сети водо- и газоснабжения. Кроме того, на текущий год планируется построить новые школы. Аким района Альберт Есалиев рассказал об этом на отчетной встрече перед населением. Перед началом встречи аким области Галия Искалиевой были представлены новые инвестиционные проекты. Согласно дорожной карте, в план включено 30 проектов, 11 из них были реализованы в прошлом году. В частности, были открыты базы для отдыха, аптеки, автомойки, автомастерские, магазин автозапчастей. Так, в районном центре Касталовка планируется открыть сервисный комплекс, а в селе Акпатер – откормочная площадка. Инвестиции в основной капитал в районе составили 9 миллиардов тенге, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Количество субъектов малого бизнеса достигло 1388 единиц. Объем сельскохозяйственной продукции также имеет значительный рост. Ведется модернизация ирригационной системы для создания благоприятных условий для развития животноводства. В прошлом году вода из реки Урал по Кирово-Чержинскому каналу поступила в Большой Узень. В результате ощутимо снизилась зависимость по воде от Российской Федерации. В данное время ведется подготовка документов на реконструкцию ряда плотин и дамбовых сооружений. При нехватке воды для нас главная задача – сохранить паводковые и талые воды рек Большой и Малый Узень. В данное время готовятся проекты по восстановлению водоемов и оросительных систем Мамай и Сакрыл, а также строительство дамбы Жалпактал. Когда мы встречаемся с жителями, задается много вопросов, но особенно актуальны вопросы по этой теме. Люди интересуются, будут ли восстанавливаться лиманы, потому что сейчас пастбища очень скудные. Этот вопрос у нас всегда во внимании, и он будет решаться. В прошлом году в районе активизировалось строительство в целом. В рамках программы «Нурлы жер» в населенном пункте Жалпактал был построен 12-квартирный дом. Ключи от квартир были вручены многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На текущий год запланировано строительство новых зданий на месте аварийных учреждений образования. Начнется строительство средней общеобразовательной школы в селе Саракудык и в районном центре школы имени Алмы Уразбаевой. Также рассматривается вопрос строительства здания общежития для колледжа в селе Жалпактал, учебного заведения в селе Жулдыс. Газификация сел проходит на системной основе. В прошлом году газ был подведен к 5 населенным пунктам. На данный момент газ имеет 88% населения района. В настоящее время ведутся строительные работы в 4 населенных пунктах. По программе Акбулак в селе Карасу ведется строительство водопровода. В этом году строительно-монтажные работы завершатся, и он будет введен в эксплуатацию. Сумма этого проекта 203 миллиона 694 тысячи тенге. Кроме этого, по просьбам жителей был подготовлен проект по селам Талдыкудук и Коннес. В данное время проект проходит экспертизу. В районе также отмечается снижение уровня безработицы. 1274 человека были трудоустроены в прошлом году. В рамках государственной программы 249 человек были направлены на профобучение. Для начинающих предпринимателей одобрено займов на сумму 398 миллионов тенге. В рамках проекта «С дипломом в село» 50 специалистов приступили к работе в разных населенных пунктах. 29 из них уже обеспечены жильем. В будущем году в селах Касталовка и Жалпактал будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы. Аким области Галия Искалиев поручил использовать для строительства объектов местную продукцию. Также он подчеркнул необходимость тщательного рассмотрения внешнего облика будущих спортивных сооружений. Глава региона поручил применять эффективные способы в работе, которые позволят сократить время и средства при строительстве любых объектов. В некоторых проектах заложены лишние работы. Мы только по вашему району обнаружили превышение суммы проектов на сумму более 500 миллионов тенге. Я дал поручение управлению строительства, и они уберут лишние работы из проектов. Во время встречи жители каждого населенного пункта района поднимали проблемы своих сел. Многие выражают обеспокоенность состоянием дорог. Каирбулат Кизагалиев обратился с просьбой отремонтировать дорогу до села Карауба. В нашем направлении 9 сельских округов, в которых проживает 10 тысяч человек. Я прошу от их имени, чтобы дорогу нашу заасфальтировали. До Кушанколь, Карауба и Янбека – это дороги районного значения. Мы для того, чтобы подготовить проект, работаем с областным управлением автомобильных дорог. Они обещали в этом году сделать проект на 15 километров дороги. Ветеран труда Мендехан Халыкулы говорил о проблемах крестьян. В Касталовском районе много сайгаков. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, они уничтожают все пастбища. Домашним животным просто не остается корма. Необходимо предпринимать защитные меры в весенние и летние периоды. В летнее время до села доходят. Мы просим, чтобы для сайгаков отводили конкретные места и ответственные органы, чтобы контролировали это.
Если такое предложение поступит в правительство от нескольких районов, я его поддержу. Надо регулировать поголовье сайги, мы это понимаем. Но экологи против этого, поэтому нужно подготовить запрос от имени районов. Эту работу организует Искендир Елемисов. И от 4 районов отправим премьер-министру такое письмо. Также населением были подняты вопросы доступности интернет-связи и строительства детских садов в некоторых населенных пунктах. Аким области Галей Искалиев отметил, что пути реализации поставленных населением задач будут искаться с помощью инвесторов. Далее глава региона провел прием граждан по личным вопросам. Екатерина Шмидт, Айбек Сагангалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.